Сегодня пойдет речь о голубцах. И я никогда не думала, насколько распространено это блюдо по миру. Голубцы есть в белорусской, литовской, молдавской, немецкой, шведской, польской и украинской кухне. На Кавказе, в Азербайджане, Армении мясо заворачивают в листья винограда и называют долма. В Молдавии и Румынии долма известна под названием сармале. На Балканах называют сарма. В России классический рецепт состоит из свежих листьев капусты, которые мы немного отвариваем и начиняем рисом с мясом. Я взяла смешанный фарш, свинину и говядину, 1 к 1. Добавляем не до конца отваренный рис, готовлю с овощами в духовке. Мнения о происхождении названия голубцы до сих пор разнятся. Их много. Вот 2 из них. Блюдо появилось в 18-19 веках. В этот период огромное влияние оказывала французская кухня. Было популярно блюдо из голубей, зажаренных целиком на решетке. Как будто тогда же стали жарить ложных голубей. Капустные листья, наполненные мясным фаршем. При Петре I готовили галушки, мясо с пшенкой, завернутое в капустные листья. Знаток русского языка Владимир Даль в своем словаре между галушками и голубцами ставил знак равенства. Название сарма, да и блюдо в целом пришло от турков. Сармак в переводе с турецкого означает «скручивать». Отсюда и название сарма. В Сербии всегда используют квашеную капусту или маринованные виноградные листья. В качестве начинки используют мясо с рисом, а также просто рис, обжаренный с луком. И проводят целые фестивали под названием сармияда. У нас сегодня тоже сармияда. В России подают порцию по 2 штуки. Хорошо бы еще посыпать зеленью. Идеально со сметанкой. Приятного аппетита!